Держать слово. Уверена, что здоровье вас не подведет еще долгие годы. А удачи и успехи всегда будут сопровождать ваши дела и начинания. С днем рождения и долгих лет жизни. Президент Академии наук Татарстана Салахов Митрофан Климович. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, мы получили двойное поздравление специально приехавший по этому случаю вице-президент Академии наук Татарстана. Спасибо большое вам. И пора бы тоже услышать, здесь упоминалось, в Москве живут несколько десятков тысяч татар. Они вместе со всеми народами, живущими здесь. Здесь есть рядом с Андреасом Хусейновичем Азат Чулпанович, заместитель главы представительства Татарстана в Москве. Слово Азату Чулпановичу. Будем по-русски, наверное, говорить, да? Татарча. Татарча? Татарча. А то не все, да, не все поймут, неудобно. Во-первых, что должен сказать? Вот Агдас Хусаиновича я тоже достаточно давно так знаю. Он, наверное, меня значительно позже узнал. Я помню, лет 10, наверное, назад в Академии наук же Всемирный конгресс татар проводил какое-то совещание, как он там разнес всех нас, те, которые недостаточно хорошо отрабатывали именно на ниве служения татарскому народу. И вот те проблемы, которые у нас тогда возникали, я помню. И помню, вот в Москве, наверное, редко кто получает эту газету «Звезда Поволжья», когда смотрите, там очень острые полемические заметки пишет, такие публицистические, которые даже очень многие наши молодые, такие активные ученые не пишут. Поэтому вот то, что он еще к тому же выполняет ту работу, которую должны выполнять Академии наук и все остальные ученые, народ, писать глубокие философские труды, он участвует именно в повседневной жизни. Вы представляете, участвовать в этой такой быстротечной жизни, для этого надо постоянно быть в курсе всех этих дел, всех тех событий, которые происходят в Татарстане, которые происходят в татарской общине России, татарской общине всего мира. Вы знаете, в Татарстане нас, татар, около 2,5 миллионов всего, а 5,5 миллионов во всей России. Поэтому наша татарская община, она очень разнообразная, она очень разнородная, и не всегда даже, наверное, совпадают взгляды на некоторые проблемы. Все это отслеживает, и меня вот это тогда удивило. Вот я сейчас уже «Звезду Поволжья» не получаю, возможно, и сейчас вы пишете там свои острые заметки, которые там, в которых вы подвергаете именно действительно правильной критике тех людей, которые иногда не в ту сторону тянут, не в ту сторону предлагают идти. И вот, к сожалению, вот ту книгу, которую сегодня представляет, я не читал, как принято говорить, не читал, но одобряю. Я думаю, эта книга достойна в том ряду книг, которые уже были напечатаны. И тем более, когда не прочитал книгу, всегда впереди приятное чтение и приятное еще времяпровождение предполагается. Но вот есть несколько дней, уже говорю, я 17 числа никуда не иду на презентацию книги. И меня всегда спрашивали, а какая книга, кто? Я говорю, Агдас Бурганов, которому 97 лет, все вот московские вот эти из органов там власти, из других этих, они все были удивлены, что в том возрасте человек написал такую серьезную книгу. Это не книга, это труд, это научный труд. И поэтому я от имени полномочного представительства, вот Аиль Климович в отпуске не сумел, он, естественно, постоянно на связи, он сказал, обязательно надо прийти и участвовать в этой дискуссии. От имени полномочного представительства, от имени татарстанцев, я себя москвичом не считаю, я татарстанец, потому что я сюда временно прибывший человек. Поздравляю с днем рождения, конечно. И вот те мысли, которые высказаны
Агдасом Хусаиновичем, те мысли, которые выстраданы им, они нашли практическое применение в нашей работе, в работе и полномочных представителей, и в работе нашей татарской общины Москвы, Московской области, и всех остальных. Христиане Александрович, Сейчас от Казани к Москве мы вернулись, но надо возвратиться, на мой взгляд, к родному очагу Агдаса Хусаиновича. Здесь должны быть представители и профессора РГГУ. Я помню, мы как отмечали очень торжественно 90-летие Агдаса Хусаиновича, 90-летие в РГГУ. Я думаю, что здесь есть представители. Правда, я не всех знаю. Будьте добры, пожалуйста. У меня есть только небольшая просьба. Все захотят сказать одно-два слова, три, может быть, несколько минут покороче, чтобы всем досталось время. Пожалуйста, представьтесь. Минаев Валерий Владимирович. Я работаю в РГГУ. Агдас Хусаинович, профессор моей кафедры. И надо сказать, что мы с ним познакомились, когда мне было 37 лет. Сейчас мне 67. Агдасу Хусаиновичу 30 лет назад было столько же, сколько мне сейчас. Практически 30 лет – это огромный срок. И мы с Агдасом Хусаиновичем, я так очень надеюсь, взаимно уважаем друг друга, а я его считаю своим учителем, потому что его очень любил и уважал Юрий Николаевич Афанасьев, который его пригласил в наш университет. Затем в какое-то время я был избран ректором этого университета, и я пригласил Агдаса Хусаиновича на свою кафедру, кафедру международных отношений и мировой политики, которую тогда возглавлял. И вот Агдас Хусаинович профессором этой кафедры был очень долгое время, но сейчас этой кафедры нет. Такова жизнь, все меняется. Агдас Хусаинович профессор-консультант нашего университета. Я хочу сказать, что Агдас Хусаинович замечательный ученый. Он и как историк замечательный, и как философ, и как социолог. Историю с его докторской все знают. 20 лет ему не присваивали степень доктора, а потом присвоили без дополнительной защиты. Это все было на моих глазах. Агдас Хусаинович после того, как ему докторскую степень присвоили, сказал: в России нужно жить долго. Если бы вот я ушел из жизни раньше, то я был бы доцентом, кандидатом наук, а теперь я профессор, доктор. И вы знаете, все-таки заслуги человека, конечно, признаются. Ну вот здесь попросили 2 слова, но поскольку мы все-таки 30 лет вместе, и мы издали большое количество книг Агдаса Хусаиновича, «Возрождение цивилизации», это же последняя книга, но далеко не первая, и я хотел бы сказать чуть-чуть поподробнее, что Агдас Хусаинович в науке произвел очень важный эффект. Все-таки мало кто из ученых размышляет о будущем. Вроде бы это привилегия футурологов, это привилегия научных фантастов. Хотя некоторые научные фантасты будущее предвидят настолько точно, что оно развивается как по лекалам. Ну, техническая составляющая, например, Жюль Верн, ну и так далее. Ефремов был таким социальным фантастом, который пытался показать, как он видит будущее. И вы знаете, я однажды, исполняя обязанности ректора университета, дал согласие на проведение в университете какого-то мероприятия, связанного с Ефремовым. Я пришел и посмотрел, что это такое, в воскресенье не пожалел. И вы знаете, я был просто поражен. Это люди, которые хлопочут о будущем. Хлопобуды, как у Орлова. Но ведь насколько точно, насколько интересно они о нем говорят.
Совсем недавно, опять же в интернете, я узнал, что существует Институт будущего человечества при Оксфордском университете. Посмотрел проблематику, которой они занимаются. Фантастика полная. Но дело в том, что если мы не будем серьезно относиться к научному исследованию возможных путей развития человечества, то человечество погибнет. Оно смертное с некоторых пор. И вот Агдас Хусаинович дает свой рецепт развития человечества в будущем. Это социально-экономические его воззрения, теория. И она, конечно, совершенно оригинальна. Я ее всю жизнь поддерживаю. Я считаю себя учеником его в этом плане. Это совсем не то, что в собачьем сердце все отнять и поделить. Но вы знаете, он прав, что современные элиты человечество держат в рабстве. Причем это элиты и политические, и даже, знаете, в некоторой мере и элиты, которые духовным развитием человечества должны заниматься. Вот далеко не все у меня вызывают положительные чувства из этих элит. Действительно, каждый человек должен свой интеллект направить на развитие человечества, на решение тех проблем, которые стоят перед человечеством, а не чтобы заработать лишнюю пачку денег. Я мог бы еще много сказать, но вот посмотрите, вот это книжки, которые мы издавали, книги, которые говорят о том, что изучение будущего, изучение тех предметов, которые давно начал изучать Агдас Хусаинович, сейчас все больше и больше приобретают, становятся важными, становятся, ну, слово модное здесь, наверное, нельзя употребить, но тем не менее Агдас Хусаинович, да, актуальными, а он первопроходец вот в этом. Вы знаете, ровно 7 лет назад мы на кафедре отмечали совместный юбилей. Мои 60 лет, 70 лет было Водолазову Григорию Григорьевичу, 80 лет было одному из наших профессоров и 90 лет Агдасу Хусаиновичу. Если сложить